Ассаламу алейкум, друзья. Витаю вас. Сегодня 12 марта 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую сердечно. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Кремль выбирает войну, перемирие отменяется». Давайте об этом и многом другом поговорим. Поговорим мы также, и напоминаю вам также, что всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, будьте осторожны, ваша безопасность в ваших руках. Все остальные прошу, herzlich willkommen, как говорят немцы, добро пожаловать. Пишите комментарии и активно давайте принимать участие. Наш канал запрещен на территории фашистской России. Ваш покорный слуга является иностранным агентом, экстремистом и террористом. Наша правозащитная ассоциация также объявлена экстремистской, которая нацелена на разрушение России. Это моя личная, конечно, инициатива. Я мечтаю, я желаю того, чтобы империя, фашистская, российская империя разрушилась. Никакого отношения к моей правозащитной деятельности это не имеет, но и тем более к моей организации. Но все же фашисты и русисты были бы не русистами, если бы они нагло не обвиняли в том, в чем люди не виноваты. Но это не впервые. Но это говорит еще о том, друзья, о том говорит, что мы на правильном пути. В это время, в это уникальное время, историческое время, не иметь уголовную статью и не быть преследуемым фашистской русней, это будет позорно. Позорно для нашей биографии и для того, что мы будем внукам рассказывать. Ну или о нас будут рассказывать внукам. Но, как обычно, в начале своего стрима я бы хотел вам сообщить сводку от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1430 боевиков русских боевиков, так прямо их и назовем. 3 танка уничтожено, 7 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы уничтожено, 1 РСЗО, 111 БПЛА, 69 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья, слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Так. Поставьте лайк, напоминает Константин. Так канал продвигается. Спасибо, Константин. Спасибо. Ставьте, друзья, лайки. Я закрыл эти лайки, чтобы не было известно, сколько вас, кто ставит лайки. Но вы ставьте лайки. Это YouTube видит, и он продвигает. Также продвигает, когда вы пишете комментарии, когда вы общаетесь. И когда вы распространяете ссылку на наш стрим. Это тоже очень помогает. Это говорит о том, что люди, которые смотрят этот стрим, им интересно, и они своим знакомым, друзьям рекомендуют и распространяют ссылку. И в таком случае YouTube начинает еще больше рекомендовать наши видео, наш стрим. Так как, я вам еще раз напоминаю, наш канал запрещен на территории фашистской России, и только во время стрима, причем вертикального стрима, нас видно в разделе Shorts или разделе трансляции на территории фашистской России. Вот таким вот образом приходится нам бороться. И мы запрещены, и почему-то, которые якобы враги России, они не запрещены. Ни религиозные, ни какие-нибудь там экстремистские, ни какие-нибудь там опасные якобы. Они не запрещены. А мы простой канал простого правозащитника почему-то преследуется. А вы не знаете почему? А я знаю почему. Потому что мы говорим правду. Ничего, кроме правды. И не боимся ее говорить. Давайте дальше. Как известно,
Сегодня 12 марта. 12 марта 1992 года Чеченская республика Ичкерия приняла свой официальный документ, основной закон Чеченской республики. Тогда она называлась без слова Ичкерия, Чеченская республика. Напоминаю всем, в том числе и искусственному интеллекту, который постоянно со мной спорит на эту тему, что Российской Федерации на тот момент еще не существовало. Не существовало. У нее не было конституции, у нее не было еще государства Российской Федерации, такой не существовало. Чеченская республика уже избрала себе президента, парламент, выбрала путь в сторону свободы и независимости. Летом 1992 года Чеченская республика была первая республика, с территории которой были выведены российские оккупационные или советские вражеские или оккупационные, или тогда они, не знаю, как их можно назвать, на тот период, но Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать не по вине чеченцев, не по вине Дудаева, по вине КГБшников, которые решили стать неодворянами и стать элитой в этом мире. Вот такая вот заявка такая у них была серьезная на успех. И в 1992 году эта Чеченская республика была первой. Июне, правда это произошло в июне, были выведены все российские, советские, красноармейские соединения, которые они смогли вывести. Некоторые, конечно, оставили, а некоторые были вывезены. А 12 марта этого года, 1992 года, Чеченская республика Ичкерия приняла свою конституцию. Слово Ичкерия появилось уже в 1994 году. В январе месяце, чтобы быть более точным, давайте я вам сейчас зачитаю обращение от нашего президиума правительства по этой дате сегодняшней. Сегодня получается 33 года, получается, нашей Конституции. Какая круглая такая интересная цифра. 16 января 1994 года Чеченская республика была переименована в Чеченскую республику Ичкерия. Дело в том, что Российская фашистская федерация, не проведя никаких плебисцитов, никаких референдумов, никаких опросов, вернее, точно только был опрос населения, социологический опрос такой был, и включила Чеченскую республику в состав новой Российской Федерации. При этом для того, чтобы попасть в Российскую Федерацию в соответствии с российскими же законами, необходимо было подписать федеративный договор, то есть договор между Федерацией и субъектом. Этот договор чеченцы не подписали. Также его тогда не подписали татары и, по-моему, какое-то время ингуши. Но потом и ингуши, и в самый последний татары подписали федеративный договор. Таким образом, добровольно вошли, к сожалению, в состав вот этого фашистского образования. Чеченская республика Ичкерия не участвовала ни в приватизации советской собственности. Обратите внимание, мы все оставили русским. Вот все вам, вот непосильно нажитое нашими отцами, дедами, бабушками и дедушками, мы все вам отдаем. Несмотря на это, Российская Федерация незаконно вписала в свою конституцию Чеченскую республику. И после этого, в 1993 году, она вписала ее в декабре. И после этого объявила нам войну. И через месяц, уже 16 января 1994 года, мы добавили слово к нашей республике Ичкерия, чтобы отличалась от той, которая была незаконно у фашистской России вписана в их конституцию. Вот такая вот ситуация была. Давайте я вам зачитаю, о чем пишет нам, напоминает нам единственная, легитимная, настоящая чеченская власть, которая не продалась, не перешла на сторону русских, не покорилась и так далее, и все остальное. Единственная действующая, легитимная власть, хоть и находится часть ее в подполье, следующий текст. От Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Конституция Чеченской Республики
принята парламентом страны 12 марта 1992 года. Принятие Конституции суверенного и независимого демократического правового государства чеченский народ завершил юридическое оформление своей государственности. Этим документом чеченский народ продемонстрировал всему миру свою решимость жить в своем суверенном государстве, соблюдая принципы современных международных прав. 13 марта 1992 года, на следующий день после принятия нашей Конституции, президент Грузии подписал указ о признании государственной независимости Чеченской Республики, а также Верховный Совет Грузии принял решение о постановлении. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала честность завоеванной территории Чеченской Республики Ичкерия и осудила здесь я вижу опечатка, сейчас я прочитаю, на сайте непосредственно Президиума правительства. Геноцид чеченского народа. Здесь ошибка, кстати говоря, и никто мне не написал. Вот я опубликовал, все это висит, люди смотрят, лайки ставят, и никто не сказал, вот здесь ошибка. Странно. 18 октября 2022 года Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной и что совершен геноцид чеченского народа со стороны России. Строгое соблюдение Конституции Чеченской Республики Ичкерия была и остается фундаментальной законодательной гарантией сохранения независимости чеченского государства континентального по праву после развала Советской империи в декабре 1991 года. 16 января 1994 года Чеченская Республика была переименована в Чеченскую Республику Ичкерия. Вот такая вот вам информация. Ее вы можете найти на официальном сайте Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. С Днем Конституции, дорогие мои сограждане. Поздравляю вас. А теперь перейдем к вашим комментариям. Добро с кулаками. Через 10 дней будет ровно год теракта, который произошел в Крокусе. Быстро время летит, да, однако. Константин, я в 98 году, 80 году. Так, Константин, это хорошо, что вы в Сибири, хорошо, что вы нас смотрите, и я так полагаю, вам интересно. Но на нашем канале строго-настрого не рекомендуется говорить, откуда вы. Сибирь приветствую, Сибирь уважаю. Первый паспорт был на бланке СССР. Так, понятно. Салам, Байсур, салам. Людмила Доммы, когда ты уже подохнешь, да, или Людмила, ну, как говорится, не дождетесь. А самого чодику дал бухастом, ты особо не парился с ником, я так смотрю. Первое, что тебе вот так набрал, и все, да? Привет, Аслан. Ты не прав. YouTube выдает видео на основании того, что смотрит человек. Тот, кто не смотрит политические темы, не увидит вас, сколько бы лайков не было. Нет, я прав, я знаю, о чем я говорю. Поверь мне. Ну, конечно же, наше видео не будет рекомендоваться, например, там, детям или каким-нибудь там домохозяйкам, которые вообще не интересуются ни политикой, ни Ичкерией, ни Грузией, ни Украиной, ни Грузией, ни Россией и так далее. Им не будет рекомендоваться. Ну, или если будет, то это очень-очень в редких случаях. Но очень много людей, кто смотрит, интересуется политикой, но не интересуется, например, там, нашим каналом. Он вообще знать не знает про наш канал, понимаете? Вот поэтому это делается. А так, ведь не всем же одновременно показывается, правильно? Определенные части рекомендуются, определенные нет. У нас, например, иногда может быть 1000 человек смотрит, да? А иногда может смотреть всего 200-300 человек. Это зависит от того, кому рекомендуют, и от вашей активности. В начале, когда они на меня активно насылали троллей, и они там тут поднимали наш YouTube рейтинг, у нас смотрело и 2000 человек, и больше.
ну и были активными. Мы чем отличаемся от других каналов? На других каналах мы, например, они не говорят, не пишите комментарии, там, наши все вообще не активные. Вообще, горжусь вами, особенно чеченцы, вы молодцы, короче. До того неактивные, что даже, да, думаешь, блин, а зачем я это делаю, если они так неактивные, и никому это не нужно, да. А у других люди очень активные. И даже люди, которые неохота что-то даже писать, они все равно пишут, общаются для того, чтобы развивать канал. В нашем случае, да, всем, кто находится в России, этого не нужно делать. Или в Ичкерии находится. А остальным-то нужно это делать. Но не делают. Вдруг меня вычислят, а вдруг узнают, где я там. И все. Вот такие вот, да, горжусь вами, горжусь. Так, салам алейкум, ассалам алейкум, алейкум салам, алейкум салам. Так. Что ж теперь кремлевские любители Трампа делать будут? Свободный гражданин. Давайте вернемся к нашей основной теме нашего сегодняшнего стрима. Кремль выбирает войну, перемирие отменяется. Вот мы практически теперь подходим к финишной черте. Теперь мы видим, почему Зеленского называли диктатором. Теперь мы видим, почему Путин договороспособный, с него нужно снять санкции, его нужно в G7 включить. Там, ну, столько разговоров, столько слов было. И вот мы подошли к конкретному результату, конкретной ситуации. Я сейчас хочу найти свой текст, который я писал, наверное, может быть, месяц назад. Дайте мне немножко времени. В разделе «Сообщество» это было. Ультиматум выдвигался. Так, это про манифест было. Так, это про... Израиль. По-моему, это было... Нет, это была не сделка в Ар-Рияде. Это было ультиматум веков, называлось, по-моему. Да, Россия соглашается, и Россия отказывается. Вот я этот текст писал, когда я его писал 3 недели назад. Это был 11 февраля. Ну, месяц уже получается, не 3 уже. Ну, 28 дней было в феврале, поэтому YouTube засчитывает как... И в этом своем тексте я склонился к тому, что Путин согласится. Первый сценарий, смотрите, был первый сценарий, который указывал я. И я здесь указал 11 еще, что он согласится. Сейчас я, в принципе, тоже думаю, что Путин согласится. С оговорками, там, Россия согласится. Потому что, знаете, вот атака вчерашняя, которая 343 дрона нанесли удар по Москве, Московской области, Воронежской, там по всем российским областям, практически там, не знаю, 5-6 областей зацепили. И у России все плохо, отвратительно все плохо. Оставление Курска украинскими военнослужащими, как сейчас некоторые говорят, что там оставляют Курск, отходят там и так далее. Вероятно, это входит в сделку, что украинцы оставляют Курск, российскую территорию, за это русские подписывают договор о мире. И вот мне сейчас все интереснее и интереснее становится. И мы уже вот стали на пороге всего этого. Вот теперь мы видим,
Нам вчера, позавчера рассказывали. И знаете, это очень сильно сбивает, когда вот эта информация со всех сторон нагнетается, и там сообщается, например, Deutsche Welle сообщала в кавычках о сотнях убитых украинских военнослужащих из-за того, что Трамп прекратил информационно снабжать информацией, разведывательной информацией украинскую сторону. Об этом типа Times, по-моему, или кто-то там написал, и Deutsche Welle это повторил. Ну и как бы, ну и у тебя выбор, или ты как бы абсолютно, ну это абсолютная измена, предательство, убивают наших людей, и как бы занимать позицию, что там Трамп какие-то хитрости делает, ну это очень трудно, гибнут люди. С другой стороны, ты понимаешь, что если вот только что отменили там передачу данных информации, то сразу же убить там сотни людей, ну, просто невозможно. Или если их убили, то покажите, воронки покажите, убитые люди, фамилии, имена назовите. Вот только отменили и сразу же сообщаются, что там русские узнали и нанесли. А они системно и так наносят каждый день. Есть информация, нету информации. Работа российскими там военными ведется без остановки. И вот сложно вот в этой ситуации как-то остаться беспристрастным, остаться адекватным в этой ситуации. Очень сложно. Ну вот в итоге сейчас после того, как Украина подписала, будет полностью возобновлена подача информации разведывательной. И вот все мы ждем, затаив дыхание. Затаив дыхание. Давайте я вам расскажу о тех двух сценариях, которые я тогда написал. Первый сценарий — это Россия соглашается, который и я и сейчас склонен так считать. Путин и ФСБ понимают, что у них нет шансов. Они принимают ультиматум, осознавая, что сопротивление приведет только к ускоренному их уничтожению. Россия выводит войска, соглашается на международные условия, полностью разоружается, компенсирует ущерб. Взамен старой элите дают отсрочку или и гарантии безопасности, никакого трибунала, никакого признания ФСБ террористической организацией. Но это не означает мирного процесса. ФСБ, понимая неизбежный конец, начнет внутреннюю войну, чтобы удержать власть и предотвратить распад системы. Они к этому уже готовы. Начнется террористическая кампания, теракты, провокации, гражданские конфликты под различными флагами: исламизм, ультранационализм, сепаратизм. Внутри России вспыхнут локальные войны, столкновения между элитами, борьба за ресурсы. Этот сценарий медленный, затяжной и очень кровавый, потому что лишенные внешнего врага, несостоявшиеся неодворяне начнут уничтожать друг друга и население, чтобы сохранить свое влияние. Жертвами могут стать миллионы людей, а полная стабилизация затянется на десятилетия. Это первый сценарий, если русские соглашаются. Сценарий второй. Россия отказывается. Москва выбирает путь тотального противостояния. В ответ США и их союзники начинают массированные удары томагавками, уничтожают критическую инфраструктуру, включая нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики и военной промышленности. Армия России теряет координацию, экономика обваливается, начинается хаос, а затем по подземным бункерам, ядерным складам и коммуникациям бьет Божий жезл, разрушая любые убежища. Этот сценарий выглядит более радикальным, но он может привести к меньшим жертвам. Российское руководство поймет, что сопротивление бессмысленно, когда окажется перед лицом прямого военного удара. В такой ситуации массовая капитуляция неизбежна. Военное и политическое руководство сдаст страну, спасая свои жизни. Россия быстро теряет контроль над территориями, армия массово дезертирует, регионы начинают действовать самостоятельно. В отличие от первого сценария, здесь меньше времени на хаос и внутреннюю бойню. Война закончится быстрее, а значит, потери среди мирного населения будут меньше. Вопрос не в том, потерпит ли Россия поражение, а в том, по какому сценарию это произойдет. Россия может столкнуться либо с долгим, мучительным процессом, сопровождающимся миллионами жертв от внутреннего войны терактов, либо с быстрым военным разгромом, приведшим к капитуляции за считанные недели.
Учитывая, что ФСБ и нынешнее руководство России ориентируется на временной фактор, надеясь выжить, переждать и отсрочить неизбежное, а жизни людей их не волнуют, возможно, что ФСБ может все-таки согласиться на первый сценарий, но капитулируя с оговорками. В этой ситуации, особенно учитывая историческую справедливость, с которой столкнулся чеченский народ, крайне важно, чтобы вопрос деоккупации Чеченской Республики Ичкерия и всего Кавказа, если он, конечно, входит в перечень требований, не стал предметом торга или разменной монетой в политических играх. Никакие политические маневры не должны повторять прежние попытки использовать судьбу чеченского народа для выгодных компромиссов. Деоккупация Чеченской Республики Ичкерия должна стать не просто требованием, а реальностью, в рамках которой будут восстановлены полностью права чеченского народа. Выбор делается сейчас. 11 февраля 2025 года это было. Написано, этот текст был мной написан, но дело в том, что, например, второй сценарий, это сейчас они откажутся. Америка, конечно, сама в ответ США и Союзе начинает массированный удар, я тут написал, но, как мы видим, Америка полностью отстраняется от участия в конфликте, по крайней мере, на словах. Поэтому ответ, если будет массированный удар томагавками, то это будут наносить европейцы и украинцы. А американцы, конечно, будут поставлять или уже поставили томагавки, их больше всего у американцев. Будет вот такая вот ситуация. Второй сценарий, где Россия отказывается, вот в этом случае, этот сценарий, например, нас больше всех устроит. Потому что, во-первых, будет меньше всего жертв, в том числе со стороны России, и быстро это все закончится. Но, к большому сожалению, опять же, есть вероятность, что вот то, что из Курска украинцы отходят, ну, другие тут моменты, которые есть, там, Украина согласилась, там, и так далее, скорее всего, Россия согласится на перемирие, и вот то, что уже согласилась на перемирие, раз Курскую область оставляют, там третьи моменты, там и так далее, и вот и пытаются, знаете, русские пытаются сейчас извлечь максимальную пользу из этой ситуации, и там показывают, как тот, кто владеет инсайдерской информацией, а я так понимаю, некоторые российские генералы владеют инсайдерской информацией, лично путинские люди, и они хотят представить, что это они освобождают Курск, и что вот они захватывают, там, что они побеждают, там какой-то бросок через трубу делается, из-за этого тема раскручивается. И вот таким вот образом хотят представить, что они освобождают Курск, именно это их заслуга, их победа и так далее. Давайте наблюдать, давайте обсуждать. Давайте обсуждать. Элина, мич хайшхейроны усуат, вот такие вот дела, друзья. Наши тролли не спят, да, наша троллятина не спит. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья, в YouTube. Сенатор Линдси Грэм заявил, что в случае отказа РФ от перемирия ее может ждать ад и санкции. Я с большущим уважением отношусь к Линдси Грэму. Это человек, большой патриот США и очень умный, принципиальный человек. Но вот этот ад и санкции, я уже так долго его слышу, что уже как-то даже не смешно. Знаете, на самом деле, давайте возьмем и обсудим сегодняшний вопрос с критической точки зрения. За последнее время много мы критиковали Трампа
И заслуженно, я считаю, некоторые это делали. Конечно же, никакой он не агент Америки, он агент Америки, он никакой не агент там России и так далее. А, Дело в том, что, на мой взгляд, то, что вот сейчас вот это все делается, конечно, там может быть какие-то внутренние, там, скрытые моменты, но на самом деле вот подведение России под подписание вот этого перемирия можно было делать нам, наверное, немножко по-другому. Не так грубо, скажем так, и так как-то нарушая все правила и устои, сложившиеся в мире. Фактически Путина снова делая каким-то рукопожатным там и так далее. Видимо, это очень, ну, мы многих вещей не знаем. Давайте просто поговорим на эту тему с критической точки зрения. Давайте критиковать этот план. Так. Приветствую Германику, Аслан, гостей стрима. Слава Украине, героям слава. Если отключить связь, то посыпалось бы все, так ведь? Не совсем, Константин, не совсем. Ну, во-первых, если посыпалась бы связь, имеется в виду интернет-связь, можно много чего заменять, много как-то делать внутренний интернет. Плюс еще есть телефонные, проводные линии, еще не остались. У всех возникли бы проблемы, были бы переносные какие-нибудь там или эти телефонные станции, перевозные, переносные. Но больших проблем это создало бы. Ну, не все посыпалось бы, не посыпалось бы все. Русские в газовой трубе задохнулись во время их спецоперации КРО. Ну да, была такая информация, что задохнулись. Спасибо, Том Коперман, Бен Авиел. Приветствую тебя. Шалом алейхум. Добрый вечер, добрый вечер. Россия, Буй Хучуа. Так спрашивают. Да, поэтому пошло, чтобы оттянуть и выжить, но это еще хуже. Да, я думаю, что для России ничего хорошего не сулит. Внутри России начнутся волнения. О, там зашли к нам. Дивия, приветствую, здравствуйте, здравствуйте. Дагестан к нам зашел, да. Как тебе под русскими? Нормально, Дагестан, да? Вылезать не собираешься? Тебе не мешает? Российский флаг не мешает тебе, а? Бич, у него флаг. Ну, это тролли, все это диви, это все тролли. Это все тролли. Для них задача, чтобы этот флаг я убрал. И даже в определенной степени, не из-за них, конечно, из-за одного еврейского комментария я убрал его, но все равно, да, я его убрал, а потом вернул, потому что ему там место, да. А так в основном тролли. Это большая система, которая устроена на Кавказе против мусульман, против чеченцев. Евреям рассказывают, что все мусульмане против них враги, против них воюют. А мусульманам, там, кавказцам, русскоязычным рассказывают, что евреи для нас враги, и там все враги там, и так далее. Я ломаю эти стереотипы. Потому что это не так, абсолютно не так. И я не собираюсь быть другом тех, кто является другом имперской, фашистской России. И также я объясняю евреям, чтобы понимали, не все мусульмане вам враги, далеко не все. Наша религия категорически против вот этой всей лжи и пропаганды, против которой на вас возводится. Знаете, когда мы начали воевать против фашистской России за свое национально-освободительное движение, за свое государство, за деоккупацию, то в это время русские, понимая, что в любом случае вот эта негативная энергия, масса людей
будет бороться за свою свободу, независимость против врага, ведь он же приносит зло, убивает людей, и это все в головах у людей остается, в душах это все остается. И нужно переключить вот эту ненависть с Кремля и Лубянки, с России, с русского империализма на кого-то другого. И они начали говорить кафиры, ввели слово кафиры, начали использовать. И что это не русские, не Россия, мы должны были говорить, и мы начали это говорить, понимаете, когда вам это долго говорят, вы начинаете повторять, и мы боевики сами про себя говорили. Боевик это вооруженный бандит. То есть мы себя называли вооруженными бандитами, как русская пропаганда нас называла, так мы сами себя называли. И велась такая пропаганда против нас. И начали говорить кафиры. Русские вообще сатанисты. Кафир это там человек, там, не знаю, иноверец или неправильно верующий. Да, вот он называется кафир. С точки зрения мусульманина, с точки зрения ислама. Человек неправильно верит, все, он кафир, он неправильно верит. Неправоверный он получается. А вот мусульманин, он правоверный. И в этом случае, как бы, ну, понятно, там есть христиане, есть там иудеи, есть много других национальных конфессий. Ну, а русские, которые какое отношение имеют к христианству? Никакого отношения к христианству русские не имеют. Это сатанисты. Их религия создана. Это сатанизм. Чистой воды сатанизм, прикрытый этими православными разными атрибутами. И нам начали говорить про кафиров. И вот сейчас, когда про евреям всем рассказывают, причем русскоязычный, а в Израиле третий язык говорят русские, хоть не официально, но по количеству общения, точно так же говорят, не арабы говорят, не арабы Палестины говорят, которые там помогают, или арабы какие-нибудь другие, там, кто помогал, там, раньше Сирия, Египет, там, не эти арабы. Не Россия, которая реально стоит за этими арабами. А почему-то про всех мусульман начинают евреям рассказывать. Что вот ислам. Я открыл Коран, почитал Коран, поискал, что про евреев там говорится. Но ничего там нету того, что нам рассказывает русская пропаганда и КГБ. Абсолютно ничего этого нет. Если бы это было бы не так, после того, как я написал тексты, после того, как я сделал видео, меня бы забросали бы сурами, ссылками, с цитатами из Корана и говорили бы, ты не прав. А знаете, что мне сказали? Мне сказали, ты не имеешь права толковать Коран. То есть в Коране Аллах говорит, что между человеком, мной, значит, и ним нету посредника. И он мне дал инструкцию, книгу, чтобы я сам изучал. У меня есть мозг, который дал мне Аллах. И у меня есть возможность прочитать это. Слава Богу, евреи сделали мне возможность читать при помощи Гугла и там чата GPT. Очень удобная, кстати, вещь. И мне, значит, нельзя толковать. Мне нужно, чтобы какой-нибудь там, чаще всего, извиняюсь, я ничего против косых, кривых не имею. Бог каждый, я сам не красавчик, как вы знаете. Но обычно какой-то халат наброшенный, вот такой какой-то перекошенный чувак, где-то там в Египте в подвале сидит, или еще где-то там в Саудовской Аравии, или как бы в подвале сидит. И он мне должен указывать. У меня, значит, ни мозгов не должно быть, я не должен посмотреть, а я должен повторить всю российскую пропаганду. И вот нам вот таким вот образом это все начали преподносить. И, к сожалению, евреям тоже преподносят. Нету про вас в нашем Коране ничего плохого, евреи, иудеи. Нету ничего про вас плохого. Наоборот, Моисей, Муса, он у нас, во-первых, был самым уважаемым пророком. У Мухаммада, пророка, мир им всем и благословение от Аллаха. И в нашем Коране самый упоминаемый пророк, посланник Господа, является Моисей, Муса. Вот просто так, чтобы вы понимали. И нам рассказывают бред собачий. Евреи проклятые, говорят нам. А проклятость заключается в том, что когда Моисей вывел евреев из Египта и куда отлучился для общения с Богом, насколько-то там дней, по-моему, 30 дней его не было, или сколько, 40 дней его не было.
когда он отлучился, один из вот этих евреев начал сказать, что им кушать, хотя им еда давалась, перепела, там мана небесная, все там доставалось им, все равно они хотели другой еды, как в Египте, как старая там еда хотелось там. И они начали поклоняться идолу, созданному из золотых там украшений, которые были собраны со всех там женщин, мужчин, и они сделали себе идола и поклонялись тельцу, золотому тельцу. И когда Моисей вернулся, и в этот момент, говорится, вот они были прокляты. В этот момент вот тот, кто поклонялся идолам, они были прокляты. Это каждая монотеическая религия об этом говорит. И христианство, и иудаизм, и ислам. А ислам это прямое продолжение. Все, что сказано в Торе, в Библии, вы найдете в Коране. Противоречий практически никаких там нет. Это, и поэтому и признаются, мусульманами признаются все пророки. Понимаете? Это просто невероятно, как можно было вот так оболгать целую религию, целую... Это только русские на это способны. Они только, их ФСБ только на это способны сделать вот эту всю систему. И после этого некоторые раскаялись, когда Моисей вернулся, он сказал, ну что вы делаете, он там уничтожил этот идол, бросил его в воду, и эту соленую воду заставил пить. На наказание некоторых из них сделать несколько глотков этой соленой воды, чтобы они почувствовали горечь их поступка неправильного. И все они, кто раскаялся, послушался своего пророка, своего посланника Божьего, Моисея, Мусу, кто раскаялся, были прощены, там же написано, в этом же Коране написано, они были прощены. Те, кто не раскаялся, они отделились от этой группы. И на святую землю, обетованную землю, нынешний Израиль, где находится, пошли те, кто вместе с Моисеем были. То есть в Израиль дошли нынешние вот евреи, которые в Коране прямо указано, это их земля, Богом им данная. Вот полностью, там невозможно просто что-то придумать против евреев. Земля их, все, кто... А там нам говорят, прокляты были, вот когда не было Моисея, и они начали поклоняться идолу. И вот в этот момент проклятые были. Все. И дальше уже не рассказывается, что Моисей вернулся, потом у них разбор полетов состоялся, раскаялись, и там искренне Моисей очень просил за них Бога, и они пошли в свой Израиль, на свою землю, которая им дана Богом. В этом же Коране говорится. Вы представляете, нам говорят не просто против евреев выступать или какого-то другого этноса. Нам говорят выступать против Корана, нашей же веры нам говорят выступать. Вот в чем весь фокус вообще заключается. Понимаете? Мусульмане самые надежные, верные друзья будут и иудеям, и христианам. Понимаете? Если нас не будут стравливать. Потому что нет противоречия в этом смысле, в религиозном смысле. Нет просто от слова совсем. Невероятно, что нам приходится вот эти вещи рассказывать. А они занимаются подтасовками, обманом. Они нам рассказывают где-то обрывочно. И речь ведь идет не о евреях, как о нации, о там, этносе, группе. И да не о иудеях, не о иудеях речь идет. Это пример для всего человечества, для всех народов на земле, что если вы будете поклоняться не единому Богу, это же Коран, это же Божественное Писание, и вот он о себе говорит, если не мне будете поклоняться, а будете идолам там разным поклоняться, там еще чего-то, то вы будете прокляты. И те, кто сейчас наезжает, так сказать, на евреев, те фактически это российские спецслужбы, это ФСБ, ГРУ, это огромный пласт русскоязычных людей, которые возводят вот эту ложь. Причем, в отличие от арабов, они не говорят, что за этим стоят американцы и англичане. Арабы это говорят, арабы, Америка там, 3-10. Они только вот евреи крайние.
Ну зачем же так останавливаться на евреях? Или турки, например, там на евреев там гонят. Зачем же на евреях останавливаться? Идите дальше, продолжайте. За евреями стоят американцы, англичане. А это уже неинтересно, это не хотят говорить. И такой искусственно подогреваемый такой конфликт, постоянный, тлеющийся. Слава Богу, я полагаю, сейчас он заканчивается. Очень на это рассчитываю. Посмотрим, что из этого будет. Короче, вот такие вот дела. И евреям рассказывают, что мусульмане все враги. Не, абсолютно нет. Ислам вообще ничего против евреев и иудеев, и сынов Израиля. В Коране написано. Сыны Израиля, это их земля написано. Вы что мне хотите еще доказывать? Вот не могу понять, если вопрос прямо стоит. Да? Говорят, евреев пришли палестинцы, то много мифов, которые придумывают. Евреев приютили палестинцы, то есть арабы Палестины. Хотя там жили евреи, но они были изгнаны, там они по всему миру разошлись и так далее. Но какой-то процент там находился. Ну и какой-то процент приехал заселять. И что вот их приютили, они вот взяли и захватили. Так вот, мы, чеченцы, кавказцы, приютили евреев, которые еще давным-давно с Персии уходили. И наш клочок земли ничем не хуже Палестины. И горы есть, и море есть, и красота есть, и все присутствует. Так вот, у нас живут евреи, они никогда не строили, ничего не говорили построить у нас Израиль. А знаете почему? Потому что Богом им она не была предписана. Они не говорили о ней. Хотя они веками у нас жили. Никаких погромов никогда не было. Никогда кавказцы, чеченцы не преследовали евреев. Мы жили всегда отлично. Никаких вопросов. Может, на бытовом уровне что-то возникало, но никакого антисемитизма, каких погромов никогда не было. Вот такие вот дела. Это все нужно знать. Понимаете? Это все нужно знать. И не давать себя обманывать. Вот и все. Все будет легко и просто. Главное разобраться. И не загоняться, не уходить далеко, что вот мы там все мусульмане. Нет, я как мусульманин, мне постоянно приходится доказывать, хотя никого не должно волновать, какой я религии. Я правозащитник, я блогер. И как я молюсь Богу, или не молюсь я вообще Богу, это никого не должно волновать, по идее. Но меня вновь и вновь возвращают. Ну, а ты скажи, ты мусульманин? Конечно, мусульманин. Вот тот, кто меня спрашивает, мусульманин ли я или нет, я вас сомневаюсь, мусульмане ли вы или нет. Понимаете? Потому что если вы были мусульманами, вы бы поверили бы в Бога и пожертвовали бы свое время, возможно, свою жизнь для того, что я делаю. Пожертвуйте ради своего народа. Выйдите, прямо говорите, кто есть враг. Если вы верите в Бога, мы же все умрем. Я верю в Бога. Я знаю, что если я умру, что я заслужу рай. Я надеюсь на это. Понимаете? Поэтому я не боюсь и говорю прямо. А вы где, вы где? Вот вас нету никого. Понимаете? Вы есть только либо на пропаганде, вам пропаганду убивают, либо вы тролли, российские тролли, которые специально что-то долбят, записывают. Понимаете? Как-то так, друзья. Поэтому, если вы искренне и честны, если верите в Бога, не бойтесь смерти. Все умрем. Все умрем. До единого. На этой земле через 100 лет никого не останется. Понимаете? Поэтому не бойтесь. Защищайте свой народ, защищайте справедливость, правду. И не надо отвлекаться на российскую пропаганду. Азербайджан подружился с Израилем, и они вернули Карабах. Да, в принципе, Азербайджан и Израиль это два друга, давнешнего друга. В Иране живет очень много азербайджанцев, и это очень важно. И знаете, не только Израиль, Азербайджан с Израилем дружит, он и с США очень хорошо имеет отношения, и с Турцией. Вообще, азербайджанцы умные люди, я вам скажу, очень умные люди. Молодцы, за это уважаю их очень сильно. Так, пойдемте дальше. И мы, чеченцы, не дураки, если что. И нам нужно
со всех сторон. Нашу страну деоккупировать нужно, развиваться нужно, знания получать нужно, сильными становиться нужно, умными становиться. Самый сильный мускул — это мозг. Его нужно тренировать, чеченцы. Вот я вот трачу свое время, вот тренирую и ваш, и свой мозг, да. Так, пойдемте дальше. Пару томагавков по Лубянке, 90% террористических актов в мире прекратится. Да, я с вами согласен. Трудно возразить вам. Вертигоброс. Думаю, второй сценарий будет лучше. Для всех лучше, кроме ватанов. Позитрон. Да, второй сценарий, он был бы быстрее, но русские не захотят этого. Я думаю, русские хотят, чтобы ФСБ хочет, чтобы затянулся этот процесс. А за человеческие жизни, вы знаете, им плевать. И я думаю, сейчас мы стоим на пороге, когда, сейчас будет заигрывание там и так, и сяк. Там, например, Путин прямо сказал, что, что он на время не хочет, нужно на постоянную. Вот, торговля идет. Потом, Лавров сказал, что мы хотим, чтобы войска не вводились туда. Что это красная черта, красная линия, что если вводятся войска, то все, будет эскалация. Это типа супер эскалация это будет. Ну, посмотрим. Все равно надо иметь мозги, чтобы их тренировать. Юзер, но с этим тоже трудно спорить, конечно. Да, страшный сон РФ, если мы подружимся с Израилем. Конечно, наблюдатель, вы посмотрите на их реакцию. Это не просто чеченцы пишут. Чеченцы в основном, которые недовольны, там, высказывают против евреев что-то, и имеют основания на это, если честно. Да? Мы же объективными должны подходить. Израиль, Нетаньяху дружил с Путиным, они строили у себя мечеть, ФСБшный отдел имени Кадырова и так далее. И тогда фактически узаканивали геноцид и оккупацию нашей страны. Поэтому у чеченцев ко всем в этом мире есть претензии, и эти претензии, они тоже имеют место быть. Но если же разобраться во всем этом, и нам разбираться, то евреи меньше всего сделали нам по сравнению, чем с другими. Например, украинцы непосредственно отпускники. И помните, выражение такое было? Крым, когда Донецк, Луганск русские захватывали. Они нашивки снимали, вот эти лычки разные снимали, и как российская армия они заходили. Так вот, это было не тогда, не как российская армия, а как зеленые человечки они тогда заходили в Украину. Так вот, это началось не в 2014 году, а в 1999 году, и еще раньше это началось, когда украинские военнослужащие подписывали контракт и шли воевать против Чеченской Республики Ичкерия. И сейчас в одном окопе, наверное, сидит чеченец, который воюет за Украину, и украинец, который воевал, уничтожал чеченцев. Они в одном окопе сидят, возможно. Вот такая вот ситуация. Поэтому мы должны исходить из объективной реальности, которая сложилась. Да, Израиль, как и все, признавал, и Америка ведь тоже. Вот у меня сзади висит американский флаг вот, за израильским, как вы видите. Америка признавала, что Чечня — это часть России, что мы террористы, что Джордж Буш, например, с Шамановым фотографировался со звездой героя на груди. Билл Клинтон, например, 6,5 миллиардов долларов дал, якобы на поддержку там экономики России, а на самом деле в войне против Чеченской Республики Ичкерия. И попросил малой кровью, то есть совершите геноцид чеченского народа, его многовековую борьбу. Но это же нужно вот так цинично и так подло отнестись к целой нации, к целому народу. Невероятно. Причем
эти же американцы через Радио Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle, BBC, и американцы, и англичане, и немцы, англосаксы, и западная цивилизация, все советские годы, и потом после этого нас поддерживали. Понимаете? И мы думали, что в этом мире есть на кого опереться, что какая-то поддержка будет. А мы получили геноцид. Понимаете? Поэтому много что есть сказать, предъявить кому-то там и так далее. Но мы должны исходить из того, что мы тоже многого не знали. Мы тоже, я тоже слушал пропаганду про Америку, про Израиль. И тоже верил, что там вот там всем управляют, там все контролируют, там все войны, все начинают, евреи на земле. Там. Ну, в это, конечно, я так не верил, но приблизительно что-то, ну, что-то, правда, где-то казалось убедительно, что-то могут рассказать. Поэтому нужно понимать, исходить из того, что мир, он не такой, как нам его преподносит пропаганда. И постараться найти точки соприкосновения. Это самое страшное, если договорятся. А мы с евреями, с израильтянами, фактически у нас одинаковый путь. И да и враги у нас одни и те же. Они союзники друг другу. А мы почему не будем союзниками друг другу? Да, сейчас евреям не интересно с чеченцами что-то как бы иметь. Евреи посильнее, чеченцы сейчас оккупированные, Красного Креста сейчас особо здесь нет. Каждый сам за себя, как говорится. Но ничего, ничего. Как говорится, не один день всегда у всех будет. И мы тоже станем сильными. Да. Посмотрим. Как относится к утверждению «Россия проект Ватикана»? Ну, я не думаю, что Россия проект Ватикана. Не думаю. Ой, сколько я смотрю. Вот, смотрите, вот они вот мне здесь заходят, пишут, да? Вот, смотрите. Вот, нету больше вот этих всех. Это говорит о том, что это тролли, самые настоящие тролли. Понимаете? Все. Вот сколько там антисемитизма, сколько тут собралось. Вот вы им ставите ограничения, что только подписчики там могут быть. Все, их больше никого нет. Потому что это тролли. Они зашли чисто, чтобы написать гадость. Так, давайте. Вам пора давать гражданство Израиля. Диви, я не откажусь от гражданства Израиля.
Паспорт лишним, тем более еврейский паспорт, израильский паспорт лишним быть не может. По определению. Так. Так. Азань, как ты думаешь насчет РФ и Украины, что будет? Ну вот как раз об этом мы разговаривали, нас немножко отвлекли на другую тему, но сегодняшняя тема: Кремль выбирает войну, перемирие отменяется, вопросительный и восклицательный знак я поставил. Ну, сейчас только вопросительный знак. Так. Россия тюрьма народа. Совершенно верно. Он, Москва, меня тут за брови, за мои губы интересует. Милана 97. Милана, ты же маленькая еще, 97, хотя уже 97 уже не маленькая. Ясно. Не щипал я, брови не щипал, губы не делал. Все нормально, не волновайся. Да, все нормально. Сегодня живу в Израиле, я родился КБР, Марик Асалов. Супер, супер. Валейк салам. Вот, смотрите. Друзья русских, арабы повылезали, да? Саддам Хусейн forever. Бог увидит страдания чеченского народа. Дай Бог, Марик, дай Бог. Мы об этом молим, каждый день молим Бога. И без дела тоже не сидим. Работаем над этим, чтобы и Бог, и люди все увидели нашу проблему. Не говорили, что да нет, там какие-то террористы там и так далее. И всему миру было удобно. Мы, знаете, в такой капкан нас загнали. И весь мир принимал участие. Ну, кто-то дельное, кто-то молчаливое в геноциде чеченского народа. И теперь признать это, ну как это, теперь Билла Клинтона, что ли, судить? Или же там Джорджа Буша судить? Ну, никто же на это не пойдет, правильно? И теперь будут, не только же Билл Клинтон или там какие-нибудь там большие там министры внутренних дел Германии, Франции, Великобритании. Это все люди заодно. Они все вместе признали нас частью России. То есть Путин взорвал свои дома, причем те же лица. Патрушев, Путин, это те же лица, которые взрывали своих русских, обвиняли в этом нас и потом совершали над нами геноцид. Понимаете, те, кто сейчас являются врагами, там, военными преступниками, там, на Украину напали, вот эти все люди напали на нас. И все тогда знали, что взрывы домов в 99 году, Америка это знала, Британия это знала, Германия это знала, Франция это знала, их спецслужбы. Что взрывы домов в 99 году сделал Путин и Патрушев, ФСБ это сделал. Понимаете? И несмотря вот на все это, дальше имели дело, принимали G7, G20 там и так далее. И теперь от этого всего нужно отказаться. А это же не просто там президенты там что-то сделали. Потом пошла ведь борьба с международным терроризмом. Весь Интерпол бегал за чеченцами. Весь Интерпол, задачей номер один была поймать чеченца. Потому что там второй человек в Интерпол был русским, и они направили туда все свое влияние, все свои средства, видимо, все свои деньги коррупционные, направили на то, чтобы побеждать чеченцев. И во всем мире чеченцам не было места, где можно было спрятаться.
Чеченец был террорист, экстремист, каратист и весь остальной мист. Понимаете? И теперь вот эти все офицеры, все генералы теперь должны посыпать голову песком, пеплом и сказать, да, мы были неправы. Они этого не скажут. Они будут они будут делать вид, что этого не было. Ну, явно тут не скажешь, что мы террористы, там, международные исламисты и так далее. И вот таким вот образом ФСБ проводила теракты, все вешало на нас, использовала нас. Вот посмотрите, я же разоблачил огромное количество агентуры здесь, в Европе. Огромнейшее количество. Все, кого вы тут видите, основная часть, подавляющая часть представителей Эмирата Кавказ, там, сейчас они под поле заползли, под корягу заползли, Ичкерию представляют. Вот эти все люди работают на Россию. Они против чеченского народа работают. Понимаете? Вот какая вот ситуация вышла. И они представляют угрозу для Европы, для Запада теперь уже. С нами-то уже расквитались, с нами уже сделали все, что возможно было сделать. Понимаете? Вот до чего дошло все. И если бы я был бы там из старого подполья, там, воевавший, я видел эту войну. Я не скажу, что я участник, и я свидетель этих событий. Я своими глазами все это видел. Но если бы я был бы борцом за партизаном, там, вооруженным человеком, который сопротивлялся, а не был бы российским адвокатом, где учился в российском вузе, жил легально на территории Москвы там все это время. Если бы вот этого всего не было бы, они меня давно бы уже зачислили бы в исламисты, террористы и каратисты. Понимаете? А меня трудно пристегнуть и туда, и сюда, и сюда. Я вроде бы жил нормально. А все это время я это все фиксировал, видел, что делалось с нашим народом. Хотя меня и пытались объявить, и до сих пор на меня заявления пишут, там про меня распространяют. Одни пишут, что я атеист и исламофоб, другие пишут, что я исламист и там ярый там фашист там какой-то исламистующий, радикал там какой-то и так далее. Это все пишут, ичкерийцы пишут, это все пишут, и русские пишут, и все остальные пишут, кому только приходится. Вот какая ситуация оказалась. И пришлось во весь рост встать, и надо начать говорить эту правду. Да, она неприятна, некоторых она шокирует. Меня самого многие вещи шокировали вначале. Ну что ж поделать. Ничего не поделаешь, Дима. Придется идти. И кто говорил, не помню, идите по самому трудному пути. Там будет меньше всего конкуренции. Здесь фактически нет конкуренции, поэтому все отлично, да. Моя бабушка из Чечни и на чеченском говорила, как на русском. Супер. Миллион лайков и благодарность за поддержку Израиля. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Путин и Патрушев в одной упряжке с 99-го года в Москве со взрывом домов. Да, наблюдатель, только еще раньше. Они еще в Питере, Путин был подчиненным у Патрушева. И я так полагаю, Патрушев, это, смотрите, знаете, как совпало. В моей жизни очень интересная вещь получилась. Санкт-Петербургский государственный университет, где я учился, там учился Путин, и оттуда много кадров вышло из Санкт-Петербургского
госуниверситета, юридического факультета на 22-й линии Васильевского острова находился, и сейчас, наверное, находится этот вуз. И там Собчак у нас преподавал, еще когда он уже стал мэром Санкт-Петербурга, и Путин у него был там заместителем или кто у него, помощником и так далее. И есть все основания полагать, что вот в этой кузнице Санкт-Петербургской там собирались люди, которые, ну, во-первых, там вербовали всех. Во-первых, во всех вузах, больших крупных российских вузах, МГУ, МГИМО, СПбГУ, там другие, третьи, там вербуют Самарский, Екатеринбургский, вот эти все крупные вузы, там вербовка идет студентов с третьего курса. Вот нам с третьего курса это все начали преподносить. И точно так же у меня в жизни получилось, что до попадания в этот Санкт-Петербургский госуниверситет я учился в Чеченском исламском университете. Ну, я несколько месяцев, там, полгода проучился под курсы там, и потом несколько месяцев до начала войны было. Там у нас был Абдалхалим Садулаев, бывший президент Чеченской республики Ичкерия, будущий президент и ныне погибший президент. Вот как-то вот мотало меня. Я хотел кое-что вам рассказать, не буду сейчас рассказывать всех деталей про Санкт-Петербургский государственный университет, потому что, ну, это, во-первых, не до конца еще проверена мной информация, во-вторых, она очень чувствительная информация. Поэтому как-нибудь я ее расскажу, да. Так, огромное спасибо, что доносишь, открываешь общественности глаза на правду. Спасибо, Германикус. Мне важно, чтобы вы меня тоже понимали, поддерживали, друзья. Потому что, знаете, если бы я был бы каким-нибудь блогером, который получал бы деньги за что-то, и там прикрывала бы меня какая-нибудь крыша какой-нибудь спецслужбы, было бы одно. Я абсолютно свободный, независимый человек. Как вы видите, даже монетизация на моем канале от меня. Ну, в ТикТок, слава богу, пока еще нет. YouTube уже давным-давно. Никакого источника дохода не является вот то, что я делаю. Никакой защиты у меня от спецслужб никаких нет. Да, местные органы правоохранители меня защищают, но это не так, что там за мной ездит машина, сопровождение и так далее. Поэтому важно, чтобы я понимал, что это обратная связь с вашей стороны была, чтобы вы тоже понимали, я такой же, как вы, абсолютно свободный, независимый человек. Просто говорю то, что за свой жизненный опыт набрал информации и хочу поделиться ею, чтобы показать, что мы не чеченцы, в первую очередь, не такие, что, как нас представляют, что нас убили 300 тысяч. Я хочу, чтобы эти люди, кто нас убил, не спали спокойно, даже если не будет суда над ними здесь на земле. Я хочу быть совестью, голосом, который они слышат и боятся, что рано или поздно, даже в 90-х лет, как за нацистскими преступниками, приедут молодые чеченцы из чеченского Моссад, постучат пальцем, скажут: а ну-ка, дорогой, у нас есть к вам вопросы, у нашего следствия есть к вам вопросы. Поэтому вот боремся, боремся. И у нас общее дело, общее. Все, кто сейчас воюет против Украины, это те же враги Израиля, 100%. Это враги наши, это враги грузин. Ну, всех. Это имперцы, это русский империализм, это наши враги. Ассаламу алейкум. Не нужно говорить типа обвиняя любой народ. Московиты везде своим ФСБ запустили руку для вражды между народами. Да, Владимир Пименов, алейксалам. Я с вами согласен. И я не виню русских. Если я говорю русские, то поверьте, русские, кто меня слышит, мне в принципе оправдываться, я это много раз говорил, и оправдывать смысла у меня нет никакого перед вами. Потому что то, что я говорю в эфире, я вам прямо в лицо это скажу. Но и как бы нет смысла мне сейчас
оправдываться перед вами, так, если посудить, да, потому что у меня враги намного серьезнее, чем какой-нибудь там этнической принадлежности человек какой-либо. Дело в том, что меня волнует не русский как этнос, как русские украинцы или русские, живущие в Германии, которые не имперцы, не за Путина, не за империю. Я представляю русских, политических русских. Рамзан Кадыров – это русский, политический русский. И ваши генералы, ваш Шаманов и все остальные всегда вы подчеркиваете, мы русские офицеры, русские генералы и так далее. Вот в чем имеется в виду. Политический русский. Политический русский – это обязательно империалист, имперец. Вот да, вот к ним у меня вопросы, потому что все беды от вот этих русского империализма. Вот их я обвиняю, а не тех украинцев, даже если он не воюет, если он воюет, он герой за свою Украину, за свою родину, если он воюет. Если он даже не воюет, а живет у себя просто, и никакой он не империалист, никаких претензий у меня нету ни к нему, ни к Германии, живущему русскому, и вообще любому другому человеку. Речь идет только о русских империалистах. Всегда, и я это говорю, чтобы было понятно. Потому что это для нас катастрофа, это для нас геноцид, это для нас смерть. К большому сожалению. Большому сожалению. Поэтому вот как-то так, друзья. Давайте дальше. Валейк салам, Адаев. Асан, ты лучший юморист. Еще нужна тебе команда таких, чтобы осудить русню. Юрист. Но юморист мне тоже нравится. Почему нет? Надо же развлекать и веселить нужно. Не нужно всегда таким грустным лицом или говорить какие-то сложные темы. Веселить, почему нет? Я же иногда веселю, иногда могу анекдот рассказать, иногда могу что-нибудь веселое сказать. И вам нравится, и мне хорошо, да? Мы же единомышленники, мы союзники. Так. Привет, Фрат, привет, шалом. Салам алейкум. Вопрос. Аслам, вы точно чеченец, говорит, Абу Кавказус, да? Ва алейкум ассалам. Абу Кавказус, да он. Кто ты такой, чтобы задавать мне такой вопрос? А? Аноним зашел. Вы точно чеченец или нет, да? Ну так готов бороться с Русней по закону, если война закончится? Конечно, а как иначе? Я только по закону и борюсь. Только по закону.
Давайте вернемся про санкции и про то, что если Россия не согласится. Конечно же, я думаю, Россия согласится. Ну, Абу Кавказ. Во-первых, не агрессия, а агрессия. Во-вторых, мне кажется, несерьезно заходить анониму и спрашивать, точно ли я такой или иной национальности. Тебе не кажется, что ты просто смешным выглядишь, когда заходишь и говоришь, ты точно чеченец, а сам ты ноль, анонимус. Понимаешь? Без национальности, без кого-либо ты. Ну да ладно. Всякое бывает, Леон, да, всякое бывает. Давайте вернемся к нашей теме, основной теме. Так, привет, привет, приветствую. Это ГБшница тут. Так, бум. Эти троллики, да, мои модераторы заскакивают, быстро почистят и разбегаются. Поэтому приходится самому иногда почищать за этими тролликами, троллятиной всякой разной. Так, о чем мы? Давайте дальше. Смотрите, ситуация следующая. Россия будет пытаться сейчас договориться. Мы сейчас увидим, да, процесс. Самое интересное, на самом деле, сейчас вся система будет зависеть от того, как сейчас пойдет. Если, например, Путин соглашается, да, по сценарию ФСБ, Россия соглашается заключить перемирие, они отказываются, сейчас, по крайней мере, они отказываются это делать, то получится фактически, будут введены войска, западные войска, европейские войска туда будут введены. Они уже готовы. Русские говорят, что Россия будет вводить войска, Украина, Запад будет вводить войска на территорию Украины, не миротворческие, а какие-то супер агрессивные, супер подготовленные для наступления, для победы там и так далее. Перемирие нужно для того, чтобы ввести и поставить между украинцами и русскими войска, как нам рассказывают. Если же русские соглашаются на это, то русским, ну, короче, все меняется. Полностью система вся меняется. Можете себе представить. Если они соглашаются на это, то значит им туда вводятся миротворцы. Ну, русские говорят, это не миротворцы. Вводятся миротворцы, война останавливается. И в таком случае русские начнут из армии уходить. Возвращаться к себе. Извиняюсь. Они будут возвращаться к себе. В таком случае начнутся теракты и начнутся разные волнения там, внутри России. Да, сколько убитых, сколько раненых, там, кому денег не доплатили, кому еще чего-то не сделали. Начнутся вот эти разборки, выяснения и так далее. Если же этого не произойдет, если сейчас они не заключат договор, и пойдет сценарий, второй сценарий, не который мы предполагаем, я предполагаю, а второй сценарий, когда Россия отказывается подписать мир, то в таком случае Западу ничего не остается, кроме как
разрешить Украине наносить удары томагавками массированно. И вот нанесение 343 ударов дронами говорит о том, что, скорее всего, это такое предупреждение русским, и им объясняют: смотрите, если вы сейчас не договариваетесь о перемирии, то по вам начнут массированно наносить удары. Очень мощные удары. Поэтому как-то так. Какими томагавками, говорит Рыбаков Максим. Это морская ракета. Это ты, когда она прилетит, ей будешь рассказывать, Максим, а не мне. Морская она или наземная. Как только она прилетит обязательно. Вот тогда ты будешь ей рассказывать. А с чего ты взял, что в Саудовскую Аравию? Если Закаева кто-то и будет приглашать, то это будут россияне, а не американцы. Американцы не будут Закаева приглашать. Мне кажется, что перемирие нужно, чтобы переформатировать Европу. Гражданская вероятность всего внутри Рашки. Говорит, да, я тоже думаю, сейчас будет направление на гражданскую войну. Не зря русские подготовили своих вот этих разных исламских террористов, кремлевских ФСБшных исламских террористов. Они здесь нам сейчас антисемитские вот эти вещи рассказывают. И переключить внимание, что мусульмане должны сейчас войну Америки. Не получилось у них, понимаете? Нужно было, чтобы против Америки весь мусульманский мир встал, чтобы против Израиля встал. Не встал. Извините, не встал. Не получилось, как хотелось. Русня, если остановится, то куда пойдут солдаты? Кто их будет кормить? Русне конец. Так что Пуйло устроил большой теракт по убийству вояк. Устроит большой теракт. Да, вот в чем загвоздка-то. Вот, но с другой стороны, их можно направить на новую войну. Например, начать войну на Кавказе. Они давно планируют начать войну на Кавказе. Много дагестанцев воевало, и потери есть дагестанцев. На первом месте, кстати говоря, по потерям среди Кавказских республик Дагестан. Потом чеченцы, ингуши, кабардинцы, там все воевали. Да? Кавказцы много сейчас они туда отправили, всех вот это своих вот этих пехотинцев. И если они сейчас вернутся, из них можно сделать, часть из них можно сделать там исламистов, и начать какое-нибудь волнение, недовольство, ну и начать, полгода, год, 2, 3 года. Теракты, убийства, подрывы, там, дележка там разных бизнесов и так далее. Будем наблюдать. Сегодня был удар по Йемену. Да, Йемен нанес удар и сбил дрон американский, я помню. Вчера, по-моему, мы смотрели тут. Поэтому посмотрим, какая вот будет ситуация. Ну, интересно, конечно, что сейчас будет. Просто если сейчас Россия заключает перемирие, а там ведь еще другой вопрос возникает. Если Россия, например, отказывается заключать, то всем будет ясно, что это русские не хотят мира, что это Путин не хочет мира. Ведь все сделано. Зеленский подписал, все согласны, все на все согласны. И только вот теперь Россия против. И это русские солдаты увидят. Это русское общество увидит. А то нам всем рассказывают, что это Украина напала. И там якобы под Москвой Украина там где-то воюет. Это не очевидно всем было. А теперь, теперь как доказать? Все, давайте, мир, давайте. Вот сегодня уничтожено, ранено 1400 русских боевиков. А вот вы мне объясните, завтра будет столько же убито и ранено? А послезавтра? А это могло же остановиться? 1400 человек, это же на дороге не валяется, так сказать. 1400 убитых, раненых. Это огромное число. Каждый божий день. Посмотрим.
посмотрим, что русские скажут. А то они тут такие смелые мне в комментариях грозятся постоянно. Посмотрим, какие они смелые против своей власти, которая их вообще ни во что не ставит, которая их просто уничтожает. А я их, наоборот, защищаю. Они на меня тут наезжают. Дагестанцев очень много полегло в Украине, а кадыровцы в тылу. Ну, российских чеченов тоже много полегло, я тебе скажу по секрету. Очень много полегло. Но эти, как кадыровцы, так называемые, росгвардейцы, да, они, их задача была не воевать непосредственно на передке, но тоже очень много погибло и их. Поэтому посмотрим. Ведь забирали вот всех, кого там, кто-то там с тонировки ездил, там страховки не было, там разные, там под разными предлогами забирали людей. Их ведь не в Росгвардию запихивали, кадыровцев, их сразу на передовую туда отправляли. А это там не вернулся, нет связи, пропал. Все, не отвечает. Плюс еще деньги какие-то платят. Все считают, ты за деньги, там, деньги получаешь. Ну и пошел за деньги фактически. Добровольно получается. Фактически. Поэтому очень много погибло чеченцев из Чеченской Республики. Обманом, насильно, под угрозами, если не ты, то брата или отца отправят. Много-много погибло. Да, очень много. Ну да, и дагестанцы. На первом месте Дагестан. И все погибли. Все Кавказские республики понесли потери. Все. А вот эти росгвардейцы, это, да, это личная гвардия Путина. И он их бережет. И там не только чеченоговорящие есть, и этнические чечены. Там разные, русские есть. Они же тоже Росгвардия, она же большая. Там, по-моему, 400 тысяч человек Росгвардия составляет. И нам просто показывают кадыровцы. А это же только одна из ветвей вот этой Росгвардии в целом. По факту это президентская гвардия, не Росгвардия, путинская гвардия. Очень. Так. А зачем ходили на войну? Это же не их война. Абсолютно с вами согласен, Анна. Конечно, это не их война. Конечно, не их. Ну, некоторые забирали насильно. Мобилизация идет. Они говорят, вот мы объявим мобилизацию, там будет как во Вторую мировую войну, там вставая страна огромная и так далее. Не будет. Она и так идет, эта мобилизация. Просто они берут столько, сколько им необходимо. Кого за деньги, кого так, кого из тюрем, кого так, кого обманом, кого запугиванием. И они берут, сколько им нужно людей. Вот им нужно 1500 в день убитыми и ранеными. Это, соответственно, там 45 тысяч в месяц человек им нужно набрать. Вот 45 тысяч в месяц они могут набрать. 50 тысяч они могут набрать. Вот они эти 50 тысяч под разными предлогами набирают. Их ведь огромное количество набрано уже. И не все они на передке находятся. Просто когда нужно, вот он там может несколько месяцев служит, и он на передок и не попадает. А потом раз их быстро формируют, нехватка, быстро собрали и бросили. А он пока там 3 месяца, 6 месяцев где-то там учебку проходил, где-то там на посту стоял, где-то что-то делал. А потом раз собрали, отправили, все, на штурма его. Все, нету больше штурмовика следующего. И вот такие вот огромное количество, там, наверное, около миллиона их, обслуживающий вот этот передок, вот эту всю линию боестолкновения, они из этого миллиона выдергивают себе для штурмов, ну, 1000-1500 человек в день, чтобы отправить на мясо, просто чтобы украинцы не чувствовали, что война закончилась. Вот отправляют. Вот и вся война. У нас 3000 штраф был за неявку по повестке. Но
Я тебе скажу, что у нас штраф, это понятно, за тонировку, да за все не забирают, понимаете, за все. Так. Ну и что вы думаете, с Грей, пойдет ли Россия на перемирие? Путин говорит, не хочет он перемирия, он хочет долговременного постоянного мира. А, Лавров говорит, что ввод европейских войск — это ввод НАТО, войск НАТО. И ввод войск НАТО — это красная черта, что вот, значит, все, будем воевать с НАТО. Будут ли? Я думаю, блеф. Ну, давайте проверим. Я думаю, они согласятся с оговорками, что вот, давайте приостановим. Я думаю, сегодня, завтра вот этот момент истины, вот уже подвели его американцы вот к этой ситуации, западники, подвели. Ну, посмотрим, что скажут. Отказ тоже будет интересно наблюдать. Даже если сразу не будет массированного удара томагавками там и так далее, то, во-первых, будут санкции, во-вторых, ну, посмотрим. Я думаю, они согласятся на перемирие, потому что для них перемирие выгоднее, чем эскалация еще большая. Во-первых, русским они покажут, что мы хотим мира внутри страны. И попробуют избежать максимальной эскалации, что вот они не договороспособны. А если они начнут разговаривать, это уже есть время выиграть. Им нужно время выиграть. Торговаться там, где-то как-то пытаться схемы свои разные вырабатывать. Посмотрим, как что будет. Будем наблюдать. Кто не хотел воевать, убежали в Европу, Грузию, Казахстан, Америку. Нормально живут. В Америке даже шикуют лучше, чем РФ. Ну, Анна, я не согласен с вами. Здесь, конечно же, я как чеченец вам могу сказать, что в Чечне не так все безоблачно. Во-первых, и в Грузию убежать трудно. И, конечно, в начале, когда вот мобилизация была, и мы всех призвали эвакуироваться, и помните, люди ломанулись на границе Грузии, Казахстан, тогда огромное количество. И тогда русская власть испугалась, она очень хорошо мониторит, она не такая тупая, какая не думающая какая-то такая власть, она наоборот очень внимательно следит за настроениями, за социальными опросами, социологическими опросами. И в этом смысле они начали деньги платить, там разные другие методы применять. Не все могут уехать, я могу вам сказать. У многих дома родственники, у кого нет просто финансовой другой возможности. Потом есть надежда, что тебя не заберут, что ты там спрячешься, еще что-то сделаешь. Ну вот в этом смысле не так все однозначно, что вот все, кто хотел, убежали. Нет, не так, не все убежали. А кто послушался мобилизацию, тот уже в ВКонтакте молчит. Связи нет, и жена нового мужа нашла. Ну да, с этим, конечно, тоже хороший бизнес, кстати говоря, начался. Жены своих мужей, короче, хоронят и деньги зарабатывают. Так многие приехали, и мы их приняли как свою Грузию. Да, я помню, много очень уехало тогда. Очень много. Вот Халиуллин отвечает с Грею. Будет гражданская война или зайдет кто-то, Китай и Европа. Дело в том, что предстоит голод в фашистской Российской Федерации, и другие проблемы, как безработица, будут большая беда скоро. Жаль в любом случае. Да, Шамиль, именно так и будет. Именно так и будет. Ничего хорошего, никакого хорошего прогноза для России у меня нет. Уважение вам, Аслан, всегда все по делу говорит. Спасибо, Амар Рико, спасибо, Амарджоба Генецуале.
Амаджобаги назвали. Вот, смотрите, Кизелельман. Турецкий и российский флаг у него. И рука пожатая у него. И он против Израиля. Вот как бывает. Я же вам не зря говорю, что вот почему-то Турция с Израилем у нее хорошие отношения, дипломатические отношения, а вот этот антисемитизм через нас пытается нас выставить какими-то врагами Америки, Израиля и всего остального мира. Уже картошка по 100 рублей килограмм. Ох, Анна, это только начало, только начало. Фри Кавказ. Затем, кто интересуется, почему у меня флаг висит, уже столько банов уже запечатлено, да, поэтому вас пока не буду банить, да, но вы на волоске просто здесь за меньшее банил, да. Ну ладно, я этого верну, потому что этот вообще ничего не сделал, просто он меня спросил, я его забанил. А, нет, он тут уже писал, нормально, короче. Антисемитизм, антиизраилизм. Здесь запрещен на моем канале, понятно вам? Запрещен, запрещен. Я не чеченец, я грузин, брат. Я понял, я по флагу все, я понял. Я давно вас смотрю, да нет, я не против. Ну, значит, все, банить не буду тогда. Алейкум, миротворц. Так, друзья, мы уже сколько? Мы уже больше из 101 минуты в эфире. Поэтому я думаю, на этом наш стрим сегодняшний можно закончить. Добрый вечер, Адель. Завтра, я думаю, мы проведем стрим на чеченском языке. Ну, посмотрим, как будет время, как будут силы. Может быть, я завтра буду очень занят. Может, даже уеду в другой город и не будет меня несколько дней. Ну, если что, вы узнаете. Все отлично, да. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, God bless Америка, Вива Грузия, живе Беларусь и Алга Казахстан, Азербайджан и все остальные. Всего самого хорошего, друзья. Адикюаль Маш Оль.